Всем привет! Остановился, чтобы немножко остыл двигатель. Ну так, потихоньку еду. Начинает расцветать. Еду на охоту с манком на рябчика. Взял рюкзак и ружье. Все, больше ничего не взял. Налегке. На несколько часов. Здесь такое сырое место. Участок с глубокими ямами. Буду переходить и дальше поеду. Вот. Посмотрим, что-то есть в этой стороне или нету. Какая-нибудь птица. Пока сюда ехал, никого не было. Вот, ребят, хочу сказать, сейчас на будни Олега на втором канале я озвучивал, что у меня трицикл как-то тормозит. Вот, самокатом не катится. И сейчас, когда ехал, я останавливался и потрогал вот этот тормозной диск. Вот. Он был горячий, очень горячий. Сейчас более-менее. И по лужам проехал, может, из-за этого. В общем, надо посмотреть тормозную систему. Где-то что-то, колодка, видать, не отходит. Когда нажимаешь на тормоз, он не отходит. Возможно, это влияет. Вот, это надо посмотреть дома. А так, в принципе, получаю удовольствие. На этой технике езжу. Уже сезон заканчивается. Нигде не боюсь, что я застряну или еще какие-то проблемы. Просто кайф. Вот раньше на восходе ездил на мотоцикле, а вот сейчас этот сезон на нем катаюсь. Ладно, ребят, давайте. Приятного вам просмотра. Посмотрим, какой будет поход. Побродим, пока не надоест. И если по возможности, но очень сыро в лесу, очень сыро. В основном по волокам, по просекам, по дорогам буду ходить. И если будет попадаться, буду собирать чагу по пути. Надеюсь, здесь поеду я. Глубокие ямы, здесь КамАЗ проезжал раньше как-то. И, думаю, никаких проблем не будет. Весь путь не снимаю, там не стоит снимать. Поедем сейчас. Так себе. Лужа нехорошая, конечно. Стараются объезжать. Да, нормально. Да, тут небольшой объездной. Так, проскочили. Едем дальше. Все, короче, я переоделся. Может, даже придется вот это все снять, потому что на улице как-то странно тепло сегодня. Пока так закрыл, потому что в любой момент может начаться дождь. Дальше пойду пешком. Взял топор, ружье. Не знаю, тут что-то есть или нету. Будем проверять, ходить. Также манок использую вот такие железные. Также есть от подписчика подарок. Пластмассовые. По оружиям. Постоянно спрашивают, каким патроном стреляю. Сейчас полностью пока перешел на охотник 370 патрона. Более как-то по цене нормально. Справа находится старая вырубка, а волок идет вон туда дальше, где более свежая вырубка там. И лес такой сосновый. Посмотрим, кто-то взлетит или нет здесь. В общем, на охоту сюда еще не ходил.
Ветер поднимается, к сожалению. Дошел до вырубки. Вырубка большая, в ту сторону идет такая. Обходить очень далеко. Место такое вот мягковатое. Ходить тяжело. В общем, ни одного взлета нету. Но давно хотел я сюда прийти. Поэтому в Воловку и шел. Тут. Думал косачей здесь поднять. Или может глухарь где-то. Ну вот лес хороший, сосновый такой. Тут ручная рубка была. Не харвастером, а бензопилой еще валили лес. Иду уже по дороге. Такая дорога. Немножко грязно тут. Каракаты ездили. Но сколько уже свищу, ни одного звука крыла еще не слышал. Ни один рябчик еще не откликался. Не знаю, с чем это связано. Или вообще нету. Просто птица ушла где-то в стороне, в другом месте. Или, ну я не знаю, что и думать. В принципе, всех перестрелять ну никак невозможно. Скажем, вот выводок, скажем, из 7 птиц. Пускай 5 штук удалось добыть охотникам. 2 штуки остались, они становятся более хитрые, и их просто так не добыть. И когда свистишь, они откликаются, но не подлетают. И это говорит о том, что как бы птица есть, она откликается. Ну, ладно, идем дальше. Посмотрим, тут ручей перехожу. Тут ручей лежит. Вон там, ребят, 2 рябчика. Ни в какую не подлетают. Я уже вытащил у подписчика тоже свисток. О, подлетел. Один подлетел. Это был рябчик. И там свистит. Советками. Советками. Вот, блин. Советками. Видишь, как получается. Улетел. За ветками сидел. Не стал стрелять. Ну вот, хоть и рябчика увидел. Вообще в упор он подлетел отсюда на березу. Надеюсь, кадр он попал. Под выстрел, да вообще он от силы, наверное, 17 метров от меня. Вот, короче, смотрю в оптику. Вот, мешают вот эти ветки. И мелкашка такая штука, что попадает от ветки и он в сторону летит пуля. Потом он перелетел сюда куда-то. И второй рябчик еще вон там. Я его видел. Я как бы рюкзак оставил, думаю, я зайду там, может, куда-нибудь сядет. А он, оказывается, 30 метров там сидел и вон туда. Может быть, даже возле дороги куда-то он сел. Ну, не стал уже я его заморачиваться, так как, ну, видите, где находится рябчик. Плотный подсад, и найти просто очень тяжело его. Так что идем дальше искать своего рябчика. А эти, ну, на обратном пути я тоже здесь буду проходить. Вот там свистит этот. Может, еще удастся их увидеть. А так, в принципе, нормально. Пока дождей нету. Сейчас хоть немножко посвистел.
увидел птиц. Надеюсь, не последние они. Еще примерно 3 километра по этой дороге пройду. Потом вдоль вырубки. И обратно сюда приду. Ну, еще километров 5-6, наверное, вот по этой дороге буду ходить. Сегодня погода такая, что пасмурно, солнца нету. И, знаете, вот какая-то грусть. Грустно немножко. Из-за того, что нету солнца, нету голубого неба. Уже птицы умолкают. Основное уже все на юг полетели, улетели. И сейчас уже скоро нырнем в зиму. Выпадет снег. Дни короткие. И вот это все вот немножко дает мне грустный день такой вот. Грустное настроение. Не то, что вот, скажем, когда только что осень подходит, начинает все желтеть. А вон сейчас, смотрите, вся листва выпала. Уже листвы нету. Все это передает какое-то вот пасмурное настроение. Пасмурная погода, пасмурное настроение. Грустно на душе. Меня радует, знаете, когда листва желтеет. Весной, когда начинает цвести черемуха. Запах этот. Я вообще вот такие поры люблю. А сейчас как-то, ну, по-своему, красота тоже будет. Зима, конечно. Зимние морозы, зимнее утро, когда солнце выглянет там. Тоже будет, думаю, хорошо, но не сегодня. Сегодня как-то. Или из-за того, что нету солнца и кругом сыро, все в сосульках, в капельках после дождей. Вот так вот. Своими впечатлениями делюсь. Улетел. Два 0 в пользу рябчиков. Здесь, ребят, целый выводок. Ничего не смог сделать. Штук 6 рябчиков тут. Короче, шел, потом взлетел с левой стороны один рябчик. Ну, улетел и улетел, фиг с ним. Камеру не достаю, дальше иду. И с правой стороны сразу два рябчика. И щели. Сидит, бери не хочу, вот он рябчик. Ветки мешают и все. Ничего. Ну, ждал, когда он куда-то пересядет. Свищу, не откликаются. Тишина какая-то, вот тихие рябчики. И, короче, дай, думаю, камеру достаю. Я вниз головой так спустил, камеру одел, поднял голову, рябчика нету. И потом уже начал снимать вам. Слева самочка выскочила, потом справа. Вот второй раз я увидел рябчика, более-менее как-то еще не было такой гущи веток. И, ну, улетел, сами видели уже, я это снимал. Короче, после этого я выключил камеру, потом еще один взлетел и еще один взлетел. Вот, ну, примерно 6 штук. И тихо, молчат. Сколько уже свищу разными манками. Тишина. Не хотят и все. И подходить тоже. Вот смотрите. Вот видите? Какая тайга здесь. Вот тут и там.
Вообще в упор никого не видно. Вот так. Так что все по нулям пока у меня. И без выстрела. Ладно, идем дальше. К этим еще подойдем. Сразу до сюда вот тихо подойду. И буду свистеть еще. Может так вот еще подойдут. Или переходящие рябчики, или погода сегодня вот такая сырая, пасмурная. Из-за этого молчат. Но вообще даже не откликаются. Самое главное, они есть. Это хорошо. Пускай даже и не удастся добыть, но факт, что они есть, и рано или поздно все равно удастся что-нибудь добыть. Отдыхаю. В общем, сел попить чашечку кофе. Также у меня есть яйцо, хлеб. Сейчас небольшой перекус будет. Ну что сказать, ребят. Сегодня не мой день, видать. Пока данный момент я уже прошел немало. Дошел уже до конечной точки. И сейчас уже буду немножко уже разворачивать свое направление в сторону трицикла. Но еще путь будет не близкий. Здесь, смотрите, видите, вырубка. Вот она, вырубка. И решил я эту вырубку вообще в круговую обойти, посвистеть. Может, кто-то и будет. Местами есть рябчики. Начало было вообще без рябчиков, но появились. Они есть. Вообще, можно сказать, не подлетают. Были моменты, когда подлетали, но я выстрелил, но не попал. Даже стыдно мне этот кадр выкладывать. Хотел вообще не озвучить это, но вот они мои патроны. Как бы 2 раза бахнул. А дело было как? Я свистел, подлетел рябчик. Не сразу сел. Близко сел. Я прицелился под яблочку. Рябчик улетел. Потом свищу. И на то же самое место, как будто им определенная точка поставлена, куда надо садиться. Чуть-чуть, буквально там 20 сантиметров в сторону. Также рябчик сел. Второй раз бахнул, уже в яблочко старался. Но опять рябчик улетел. Я не знаю, что и думать. Потом, дай думаю, в общем, может что-то с оружием. В общем, отметил, как сказать, мишень. И выстрелил с 20 метров. Ну, примерно до 20 было. До 20 надо прицеливаться в яблочко. Вот примерно спичечный коробок. Я выстрелил, я попал. А почему в рябчика я не попал, я не знаю. Ну так произошло. Вот такие моменты. Шанс был, но я, в общем, этот шанс упустил. В общем, рябчики улетели. Может быть, есть какое-то вот небольшое сомнение, что второй выстрел, думаю, даже и может как-то попал, но я не услышал, чтобы он сел, упал, крыльями порхал, там падал. В общем, я слушал, но улетела птица. Потом в ту сторону прошел, в надежде увидеть. Ну, в один ряд так прошел и все. Не стал уже искать, потому что без вариантов. Мне кажется, эта птица улетела даже и, может, чуть-чуть подранил, может, и вообще не подранил, улетел. Вот. И пишут в комментариях, вот с близкого расстояния, действительно, близкое расстояние можно с гладкого легко вот выстрелить, бах такой, и попасть. Но у меня нет желания. Не хочу. Не хочу шуметь. Я люблю вот такой тихую охоту. Мелкашка не такая громкая, хотя этот патрон, скажу вам, 370-й охотник мощный. Звук тоже как бы не из тихих. Но и из гладкого тоже не хочется стрелять. Вот такое вот
начало сегодняшней охоты. Ну и не начало уже, а уже как бы нормально прошел. Сейчас как я буду яйцо есть хлебом и чай пить. Вернее, сладкое кофе с молоком. Я снимать не стану. На этот момент, что у меня происходило, я вам рассказал. Что дальше будет, буду рассказывать, если удастся показывать. Крупной птицы тоже вообще нету. По дороге сколько шел, вообще ни кополох и ни глухарей. А бывает, я тоже здесь встречаю их. Но вот сейчас в каком направлении буду идти, я еще здесь не проходил. Посмотрю. Какая тайга. Начало не очень хорошее было, там подсаду вообще, я думаю, сырой весь буду. А здесь, смотрю, вроде подсаду меньше. И по краю этой вырубки пройдусь, посмотрю. Смотрите, какие-то вот интересные синицы. И вот так они. Вообще не останавливаются, летают. Белые, с длинными хвостами. Чиркают. Вот это кадр. Чуть не сбил меня, блин. Капец. Я там смотрел, где-то оттуда, думаю, летит. Слышу, летит. А он прям по земле и сюда прилетел. Ничего, так нормально. Ну, сейчас товарняк попал. В упор, блядь. Ой, вот это да. Вот это самец. Тяжело сегодня мне дается и рябчики. Добыл первого рябчика. Ну, сами видели, как он прилетел. Чуть-чуть успел, наверное, включить камеру. Он прям над головой пролетел и сел в 2 метрах от меня. Потом перелетел на эту елку. От выстрела буквально 6 метров, наверное, было. Ну, с добычей. Начнем с малого, надеюсь, не последний. Ну и думаю, сегодня, наверное, не знаю, еще повезет или нет. Короче, я шел в вырубке и думал над своим промахом сегодня. И думаю, вот выстрелил я там с 17 до 20 метров, там рассказывал, мишень попал. От середины чуть-чуть ниже. Да, и думаю, с 50 метров я еще бахну. В общем, я выстрелил с 50 метров. Ну, вот, примерно диаметр 8 сантиметров. Мишень сделал, выстрелил. И от середины у меня ниже пошла. Но попал я, но как будто вот под яблочко прицеливался. И вот под яблочко у меня пуля пошла 2 сантиметра только выше. Должен был в центр попасть. И один щелчок я, в общем, щелкнул. Потом второй раз выстрелил, и у меня от центра чуть-чуть выше. Короче, опять или перепад давления, или что-то влияет, у меня понижение пули пошла. Вот. Ну, сейчас-то это, ну, попал, что потом. Мог и не попасть, если бы не скорректировал этот прицел. Так что еще раз говорю, ребят, если вы... Вот я охотился, у меня где-то уже больше недели, наверное, с прошлой охоты. И лучше перед выходом на охоту, лучше один патрон мишень выстрелить. Возможно, как-то давление играет роль, погода, или у вас пуля пойдет выше или ниже.
что-то влияет. И у меня сегодня вот промахи были, и мне из-за того, что пуля шла ниже. Скажем, с 25 метров я стреляю, стараюсь как бы под яблочко, вот скажем, прицеливаюсь. И у меня пуля уходит сантиметра, думаю, на 2 ниже. Вот и все дела. Или прям касательно как-то проходит, от перья там остается. Ну, ладно. Самое главное, одного добыли. И то как-то веселее. Сейчас покажу, вот здесь кормились лоси. А этот рябчик я шел, и как будто вот звук рябчика я слышу, но не был уверен. Потом еще несколько шагов сделал, иду просто вот так, думаю, где-то рябчик. Иду, и он взлетел, и вот перелетел вон туда. Ну, и в то же время я нашел вот это дерево, которое вот сгнило, смотрите, как он сгнило и упало вот. И дай, думаю, посмотрю, как лоси там объели эту осину. Вот, и там внизу он там еще самочка. Я слышал ее. И начал, в общем, я свистеть. Я, да, думаю, подготовлюсь и начну свистеть. И он сидит и вообще не свистит, а просто пикает там. Ну, по-своему как-то бормочет и не подлетает. И потом, ну, примерно минут 10 я, конечно, свистел. И потом вот он начал, в общем, услышал, как он начал лететь. Я быстро включил камеру. И вот как-то удалось. Ну, вот так кормятся лоси. Вот, объели кору. Вот. Конечно, если фотоловушку сюда поставить, может, еще они подойдут. Но не скажу, что очень-очень свежие, но факт, что это недавно где-то приходили вот следы. Видно. Любят они кору есть. Даже им бывает рябина надоедает и на осину переходят. И также они любят черемуху. У них только нижние зубы, верхних зубов нету. И вот так они снизу вот так зачесы такие делают. Кору кушают потом. Полный желудок, опилок потом у них. Такие дела. Может, еще придут. Кто их знает. Ладно, идем дальше. Почти полностью уже обошел выруб. Блин, одна сторона вообще как по парку прошел. Здесь капец, ребят. Я не знаю, или ветровалов много было там. Ветром повалило деревья. И на этой поляне потом подсады вот выходит. Там низина была. Низину прошел. Вообще валежников дофига. Очень много листов. Елку. На елке. В общем, шишки падают. Один раз так с шишкой, видать, на сухой сучок попал. Так. Звук такой интересный. Бум. Думаю, что там случилось. Пока тишина, в принципе, наверное, все. Всех разогнал, что было. Я имею в виду рябчиков. А тетерки и глухари вообще нету здесь. Не оказалось. А на другой раз уже по другому маршруту пройду. Новые места будем смотреть. В принципе, здесь тоже как бы нормально. Ходить можно. Вот. Ну сейчас посижу немножко и дальше в путь. Короче, одного сбил. Вот тут еще на земле был. И один еще улетел. 3 штуки тут было. Видать, тоже улетел уже. От выстрела. Патронок еще, он, смотри. Под
подранок мой. Вот он, подранок. Себя не может поделить. Ну вот, очередной рябчик, второй. Сегодня у нас самочка. Пуля попала от центра чуть-чуть левее. Вот. А дело как было? Я вот шел, уже иду по дороге, по трассе. Короче, свищу. И вот эти рябчики, наверное, видать, они кормились, и они просто сидят. Один взлетел, улетел. Я смотрю на него, и вдруг на глаза попалась вторая птица. Я камеру даже не доставал. Просто сидит рябчик на березе, вот. Ну, так, в березах. Там он, где я достал. Он где-то он на тех деревьях на березе сидел. Так что лучше, наверное, просто спокойно идти, не свистеть, потому что они откликаются. Они после кормежки просто сидят. Вот. И, короче, хотел уже, ну, у меня-то на плече. Снял с плеча, поставил на рогатину, присел, прицелился. И рябчик начал двигаться. Смотрю, блин, под ветками, за ветками рябчик. Невозможно стрелять. И несколько шагов он в сторону прошел и нормально, чисто увидел. Выстрелил, и он упал. Упал и начал порхать там на ветке, там, думаю, что случилось. Она еще, оказывается, вообще живая была. Ранение, блин, уже как бы смертельное, можно сказать, но все равно, блин, такие живучие. Бывает, попадает, просто падает камнем. Бывает, там попадает такой хлопок и улетит птица. Не знаю почему. Ну, хоть что-то, ребят. Надеюсь, не последний. В общем, дальше иду спокойно, не спеша. Буду смотреть на березы. Блин, такой путь уже прошел, и всего 2 рябчика пока удалось. Тяжелая охота сегодня, очень тяжелая. Как-то не везет сегодня мне. Да, забыл еще сказать. В общем, перед выстрелом с правой стороны на земле, вообще в упор еще рябчик был. Он перелетел и сел на землю. Я его тоже видел, но очень как бы за ветками, за кустами был. А этот слева нормально сидел. И вот, в общем, я выстрелил в рябчика. Потом уже я одел камеру и включился, чтобы показать с правой стороны рябчика. Может его еще увидеть. Но он улетел. Я даже и не видел, не слышал. Ну, как-то громко стреляет этот патрон. Что? Пускай живут. Значит, не наши. Что летит от меня, значит, не мое. Очередной выруб. Делянка вон туда куда-то идет в сторону. А там сыро, ребят. Туда я больше не пойду. Все. На сегодня это последняя вырубка. Хватит. Набродил достаточно. Очень много рябины, как видите. Они начнут уже скоро гнить. Что птицам до весны. До весны корм есть. Сладкая. Между прочим. Не такая кислая. Но гниет уже. Много съесть не сможешь, на. Ладно, пойду обратно. По другим путям тоже ходить. Очень много подсада. Откуда это Откуда он? Здесь вроде елки нету.
Белка, что ли, сюда принесла? Может, белка оставила здесь. Интересно. Жидкость не выходит. Он, в принципе, должен сейчас... Сейчас он накачнул там. Что-то надо, наверное, прокачать тут. Он пошел. Там вдвоем надо, наверное. Прокачать надо. Короче, дома разберусь потом. Один невозможно. Там качнуть. Жидкость добавить. Что-то не то с тормозной системой. Как ни крути. Все, в общем, ребят, буду заканчивать. Такой поход был. Поход, ну так, нормально. Тяжело удалось добыть рябчика, потому что и были моменты, когда птица сидит мешают ветки, и он улетал. 2 раза промахнулся, ну ничего не поделаешь. Посмотрим другой раз. Еще, возможно, я сюда приеду, если получится. До глубокого снега на трицикля. Трицикл надо немножко с тормозной системой разобраться. Жидкость добавить и прокачать. В общем, что-то не то происходит. Тормоза. А в остальном все. Ждите новые фильмы, новые походы. Сейчас я допиваю кофе. Загружаюсь. Все это дело. Чагу поблизости здесь нету. Тоже смотрел. Вот. Переоденусь и уже поеду домой. Бушлат одену. Все равно прохладно, когда едешь. Вот такие дела. Давайте. До новых встреч. До новых походов. Спасибо вам за ваш просмотр. Не держит.